Урметлі достар, мультфильмнің невбетекі қысымына сіз енді ярын сейреті білесіңіз. Шымды лекісе студиямыздаки олға мұсафірлер әлі субетіні башламақ керекміз. Чүнки бүгін сентябрінің 23-інде мұйым бір халқара күні қайды тіле ве оның esas мақсады тамам яқшы ярамай ешіткен инсанлар үшін, яда асылында ешітмеген инсанлар үшін бір ярдымны көстермек ниетілі бұл күн яратылған. Ве елбетте шу сөзден біздің мұсафірлеріміз студиямызда бұл меселелер ақында бізге тариф етежек. Эбет Эвельсайт ханымыз КБ ООН тарафындан Международный день жестовых языков КБ күні тайын етілді ве тамам бұл ақта бізі мұсафірлеріміз елі лафетмеге істейміз. Яғни шу коммуникацияны насыл құрмақ ве бұл коммуникациясында бізім аятымыздан насыл рөліні ойнамақта. Тамам бұл іште суалерге жевапларыны бізге нутықчы ве рухиятчы бережек. Демек қаршылан студиямызда Анна Михайловская ве Владислав Босов. Селям алейкум, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Как настроение? Отлично. Как начинается ваше утро обычно? Так же рано, как сегодня? Есть ли традиции? Да, у меня, вот, допустим, 3 раза в неделю начинается оно без 26, встаю пораньше и собираюсь и к 7 на футбол. Футбол в 7 утра. С 7 до 8 с ребятами собираемся, играем в футбол, а потом же кто на работу, кто куда. То есть спортивная зарядка по факту получается, но с тяжелыми нагрузками. Неплохо. Анна, советы психолога. Утро какое должно быть? Ой, мое утро сегодня рано началось, и здесь не про советы, ну, советы психолога: начинайте утро с хорошего настроения, и мне обеспечено хорошее настроение, потому что меня будет моя 4-летняя дочка. Позитив с утра сразу. Да, я заряжена на целый день. Итак, Международный день жестовых языков. Такая интересная тема, и в контексте данной темы можно рассмотреть, в принципе, коммуникацию людей, да, насколько она важна в нашей жизни. Анна, насколько важно людям, да, чтобы их слышали, понимали, насколько важно любому человеку коммуницировать в любом варианте, как бы то ни было? Да, спасибо. Язык жестов более красноречив, чем сама речь. На самом деле невербально мы общаемся на 60-80%. Только 7% мы воспринимаем через речь. Насколько важна речь? Конечно, безусловно, она важна. Но что же делать, если есть люди с ограниченными возможностями? В первую очередь, когда... Ну, если это детки, да, которые родились, на самом деле все детки рождаются и не общаются языком жестов. Да. Мамочки их понимают, близкие понимают. Но впоследствии детки, которые не могут, лишены, да, такой возможности, они продолжают общаться с жестами и учат свой особенный язык. Вот в таком случае, конечно, в первую очередь нужно, чтобы близкие поддерживали, потому что это первые люди, через которых коммуницирует этот маленький человек. И вот здесь нужна помощь психолога близким людям, поддерживать родителей, потому что этот человек маленький ничем не отличается от других людей. Ведь люди, которые плохо или не слышат вообще, они внешне ничем не отличаются от нас. И в социуме, в общественных местах мы можем обращаться к ним. И вот в тот момент, когда мы понимаем, что нас человек не слышит, не нужно отказываться от общения с этим человеком. Да, нужно продолжать... возникает барьер, казалось бы. Да, нужно продолжать общаться, потому что... В противном случае может возникнуть комплекс неполноценности. Это все зависит от воспитания ребенка, и формируется такая личность. Кстати, независимо от того, слышит человек или не слышит, может зародиться этот комплекс. И так ли он, ну, опять же, у людей, у которых вот такие ограниченные возможности, конечно, большая вероятность того, что все-таки этот комплекс будет развиваться. И вот так ли опасен этот комплекс? Вот еще Адлер, это ученик Фрейда, доказал такую теорию, что люди с комплексом неполноценности на самом деле достигают гораздо больших результатов. Да, за счет чего? За счет того, стремление показать миру себя все-таки. Себя, и они лучшие в чем-то другом. И вот за счет этого они достигают гораздо больших результатов в каких-то других сферах. У меня есть жизненный пример. Крымчанин наш, творческий человек, он выбрал творческую профессию, он не слышит, но тем не менее он знает несколько языков.
он путешествует по миру, и он очень красноречиво рассказывает о своих путешествиях языком жестов. И моя одна знакомая сказала, да он такой болтун, вот насколько человек, у которого отсутствуют комплексы неполноценности, даже при таких особенностях воспринимается обществом совершенно нормально. И здесь, конечно, мы как общество должны поддерживать и принимать таких людей. Насколько наше общество готово к этому, мы еще вернемся к этому вопросу. Владислав, Анна сказала, что наша речь, то бишь риторика, это только часть, да, того, как мы общаемся с людьми, коммуницируем с людьми. Согласны ли вы с этим? И как коммуницировать правильно? Какие должны присутствовать жесты, да? Как должна быть сформирована наша речь, чтобы нас понимали и донести информацию правильно? Потому что все-таки язык тела это тоже в какой-то Важный степени аспект, это да. жестовый язык. И вот насколько важно в некоторых моментах все-таки удержать себя от лишних вот этих жестов, чтобы, например, возможно, человек, который именно разговаривает на языке жестов, нас неправильно не понял. Она абсолютно права была в плане того, что действительно язык жестов гораздо важнее, чем язык, которым мы разговариваем, чем речь. Да, почему? Потому что если расходится то, что мы говорим словами, и то, что говорим телом, то люди поверят прежде всего тому, что мы говорим своим телом. Да. Да, примеров масса. Вот если говорить о речи, да, то, например, он и она, у них диалог и следующий. Я тебя ненавижу, я тебя тоже. Да? Чему поверят? Что здесь про ненависть речь или про что? Ну, Как я пока считаете? не Про понял. ненависть, да. Про ненависть, По-моему, получается. про страсть больше будет, да, я тебя ненавижу, именно сказано, как сказано. То же самое слова, когда человек говорит, я очень уверен в себе, я могу подавить кого угодно, на него посмотрят и улыбнутся. И жестов, которые не соответствуют, очень много. Важно, если вы хотите наладить хорошую коммуникацию, быть открытыми, да, не закрывать жесты, не пересекать, не закрывать гениталии ни в коем случае, потому что это жест подавленности. И люди сразу же считывают автоматически, подсознательно любые эти жесты. Если мы будем говорить о специализированных жестах, которые стоит избегать, то это часто зависит от культуры. Дело в том, что языков жестов среди глухонемых тоже насчитывается довольно-таки много. Да, в каждой стране, регионе могут быть разные жесты. Казалось бы, да, мы не знаем такие аспекты, а даже язык жестов, у него тоже есть определенные какие-то моменты. Да, совершенно верно. И глухонемые с разных стран могут иногда друг друга не понять. Потому что одни и те же жесты значат разные слова, разные там выражения. И поэтому им тоже иногда приходится коммуницировать, и нужны какие-то переводчики друг другу. Как бы это удивительно ни звучало. Трудности часто возникают, когда мы приезжаем в какую-то другую страну, как раз где другая культура. Иногда бывают общепринятые жесты в разных культурах, в разных странах воспринимаются по-разному. Да, например, там, окей, такие жесты. Мы знаем в таком случае, что все хорошо, да. Да, у нас все это хорошо, но в некоторых странах это может быть оскорблением, либо вообще намеком на гомосексуализм. По-моему, в Турции и в Греции, да, это означает... Вот это Да. интересно. Поэтому ни в коем случае там не показывайте этого. Если будете в Турции или в Греции, вас могут очень неправильно понять, да. И очень сильно обидеться. Да, и это же потом еще нужно объяснить, доказать, что ты имел в виду совсем другое. И... Да, там уже навряд ли кому-то что-то объяснишь. Ну да. А жесты, например, у нас подзывают вот так, Да. а в Италии там подзывают вот так, наоборот, вниз. Да, смотрят совершенно обычно вот так. гладят Или вот так вот, к примеру. Вот так вот показывают. У нас это как будто пока, до свидания. А у них это подзывают. То есть все могут сбежаться наоборот. Где-то эти жесты, у нас это вот привет, может быть, значит, а где-то наоборот пока. И вот эти моменты, если вы просто куда-то едете, обязательно важно изучать. Конечно, в нашей культуре все более легко воспринимается, и нет таких жестких оскорблений. Но, тем не менее, у нас тоже есть жесты, которые воспринимаются довольно-таки агрессивно. Да. Мы знаем. Я мы надеюсь, знаем. мы не будем сегодня Мы не будем, демонстрировать да, рамках показывать. эфира. Да. Скажите, пожалуйста, вот Анна сказала, может произойти такая ситуация, когда мы столкнулись с человеком, заговорили с ним и понимаем, что он, допустим, глухонемой, и он нас не слышит. Какой мы можем сделать первый жест, да, например, если человек не знает именно этой жестовой культуры, да, какой мы можем сделать жест, чтобы человек понял, что у нас к нему благие намерения, как можно, скажем так, раскрыть свою душу и показать, что мы с благом пришли?
Да, Анна правильно сказала, что надо брать пример с детей. Дети на что-то показывают, они угукают, они кричат, показывают с жестами, мимикой. У нас есть мимика, есть какие-то там особые жесты. Единственное, что, может быть, с прикосновениями, с объятиями тоже надо понимать от культуры, еще с какими-то с рукопожатиями, да, с открытостью. Но в целом... Личная дистанция у человека может быть Да, разная. это надо всегда соблюдать, Да. понимать единственное. Хотя тоже очень зависит и от вас, как вы к этому относитесь. Если у вас внутренний посыл доброжелательный, если вы искренне, то у вас вся невербалика настроится, и человек это поймет и почувствует, на каком бы языке он ни разговаривал. Да, важно внутри ощущать. Когда мы хорошо расположены к человеку, когда у нас внутри правильный настрой, то у нас и тело само по себе настраивается, у нас взгляд становится другим, жестикуляция, более мягкие плавные жесты. Это все располагает. Плюс мы можем всегда показывать. Да, если вы в какую-то страну путешествуете, то я думаю, даже при минимальных знаниях языка очень часто люди еще что-то показывают, рассказывают, и другие понимают только за счет вот этих жестов. Да, то же самое с человеком, у которого нет возможности вас слышать. Точно так же может протекать коммуникация, он может прекрасно вас понять, а вы его. Замечательно. То есть вот в этой ситуации, например, если мы действительно понимаем, что мы не можем сказать человеку в ответ ничего, потому что мы не знаем данного языка, вот все-таки можно ли какими-то, вот, например, определенными жестами, то есть рукопожатием или каким-то вот объятием объясниться, показаться, что вот действительно мы как бы и хотели бы, но вот, к сожалению, мы не знаем. Да, этого с чего начать, если ты в Да. ступоре, скажем Да. так? Ну, давайте тогда про нашу культуру говорить. Да, Да. у нас Да. все понятно. Кивание головы – это везде, да, согласие и понимание. Мы понимаем, да, можем показывать жестами, куда пройти, что сделать. Начиная от того, что я хочу там поесть, попить, там ты, я. Мы всегда можем указывать на то, что мы можем сделать, где-то продемонстрировать. У нас есть воображение, у нас есть руки. И с помощью рук мы можем показать, там, я иду, я ем, видел там того, увидел там, ну, все что угодно, понимаете? Важно просто не зажиматься, а использовать себя, свое тело и свои возможности. У нас есть воображение. Возьмите пример с детей. Они гораздо быстрее, я уверен, чем взрослые найдут общий язык с таким человеком. Почему? Потому что у детей, у них пока меньше границ, вот этих ограничений, они легче. То же самое делайте с собой, открывайте себя, позвольте себе позволить, поэкспериментировать, я думаю, коммуникация сложится. Анна, так все-таки наше общество, да, насколько оно готово к людям с особенностью, потому что мы знаем, что, к сожалению, люди на протяжении своей жизни сталкиваются с различными проблемами, да, мы можем быть не готовы к какой-то экстремальной ситуации, когда мы подойдем к человеку и можем понять, что он нас не слышит, и мы не можем донести до него информацию. Как быть в таком случае, да, мы поговорили о жестах, например, как нам реагировать, да, психологически в этот момент, и главное, готовы ли мы к этому? Я хочу привести такую аналогию. Это люди, которые разговаривают на каком-то другом незнакомом нам языке. Когда вы едете в другую страну, вы путешествуете, там такие же люди, язык которых вы не знаете, и вы отлично с ними коммуницируете. Вот воспринимайте таких людей, как людей, язык которых вы не знаете. Да? Мешает ли вам общение, вот когда вы едете в какую-то страну, мешает ли вам общение, затрудняетесь ли вы? Точно таким же образом вы общаетесь. И если среди ваших близких, среди ваших знакомых, с которыми вы хотите общаться, есть люди, которые разговаривают на другом языке, вы что делаете? Учите их язык. Точно так же нет ограничений. Если у вас есть такая потребность, учите язык и общайтесь. А с помощью жестов мы бессознательно научены с самого детства общаться и коммуницировать. И искренность, открытость, улыбки – это то, что дарит такое принятие, восприятие, всегда приветствуется во всех странах. На самом деле, вот после такого ответа все-таки можно задуматься и действительно пойти, хотя бы открыть интернет и несколько более распространенных жестов все-таки подучить, потому что и Владислав сегодня представил несколько моментов, то, что вот мы можем показать, что мы идем, что мы кушаем, кивнуть головой, да, помахать, и уже людям будет понятно, что мы, например, не знаем этого языка, да, не понимаем, но тем не менее мы сможем с ними контактировать и дать хотя бы какой-то, но ответ. И это уже хорошо. А если мы действительно пойдем
выучим пару жестов. То будет вообще замечательно. Ну, как Замечательно. сказали наши уважаемые гости, я с ними полностью согласна, что самое главное – это позитивный настрой и улыбка, которая в любой стране мира, я думаю, воспринимается и толкуется правильно. То есть улыбка – это всегда добрый и хороший настрой, добрая и хорошая цель общения, цель коммуникации. Спасибо вам большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Друзья, улыбайтесь, дарите добро, позитив, и это все читается на всех языках, всеми людьми. Спасибо вам. Ну, так как сегодня день жестов, я бы порекомендовал и посоветовал, пожелал больше включать жесты в свое общение, даже в повседневное. И то, о чем мы говорили, можно использовать и в общении тет-а-тет с человеком. Когда вы ему показываете, рассказываете, да, можете то же самое показывать и людям, которые и слышат вас и видят. Да, и от этого их восприятие только улучшится. Можете, я не знаю, знаю, там, активно выражать все мимикой, жестами, показывать, там, вот такого видел кабана, там, или там ехал, такая скорость была. Используйте жесты, и ваша речь станет гораздо более активной, она будет более информативной, и восприниматься будет намного-намного лучше. Спасибо большое за Спасибо советы. Желаем вам хорошего дня. Вам тоже. Да, всего доброго. Урметті достар, yayınımızda devam etemiz. Nefbeteki kısmımız ise tamam sizler için endi hazırlanıldı. Kelimiz bir birlikte tamam Avanyan tanış olayıq.